За 2024 год накопления жителей Ингушетии на счетах и вкладах в банках выросли более чем на 930 миллионов рублей, сообщили в отделении Национального банка по республике. Прирост за год составил 8,5%. На начало текущего года остаток на этих счетах составил 11 миллиардов 9 миллионов рублей. Как пояснили в банке, основная причина динамики – повышение процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки, что делает банковские вклады более привлекательными. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках в конце декабря достигла 21,7 годовых против 14,8 годом ранее. Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий недобросовестную рекламу услуг, связанных с банкротством граждан. Депутаты предлагают запретить размещение в рекламе гарантии освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей. Обязательным станет информирование о последствиях процедуры банкротства, а также о возможности ее проведения бесплатно во внесудебном порядке через МФЦ. Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную страховую пенсию до 25 февраля, сообщила член Комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. Она отметила, что если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. А тем, кому деньги перечисляются на банковскую карту, выплаты начали уже с 1 февраля, добавила Стенякина. Депутат напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии. Узнать ее можно на сайте социального фонда. Минздрав рассматривает возможность ввести для студентов-бюджетников медицинских вузов по окончании учебы обязательные отработки в медучреждениях, работающих по программе госгарантий. Выпускникам нужно будет отработать минимум 3 года в таких больницах или поликлиниках. При этом учреждение может быть и частным. Окончивших колледжи могут обязать отрабатывать 2 года. Устроиться на работу нужно будет в течение года после выпуска. В противном случае бывшим студентам придется компенсировать в двойном размере сумму, затраченную из бюджета на их обучение. Работать с трудными подростками разрешат не только наставникам, но и добровольческим благотворительным организациям, прошедшим специальную подготовку и включенным в реестр. Его сформирует Министерство просвещения России. А комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав с согласия несовершеннолетнего и его родителей или опекуна назначит наставника. Если он не выполняет свою работу должным образом или вовсе не исполняет свои обязанности, то человека заменит или отменит наставничество над подростком. Такой закон вступает в силу 5 февраля. Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с Минпросвещения начал работу по созданию единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Об этом сообщила Владимиру Путину его советник Елена Ямпольская, отмечается на сайте Кремля. В сообщении говорится, что определены принципиально новые подходы к подаче материала. Проведены встречи с экспертами и преподавателями. Я напомню, 1 января президент поручил создать до 1 июня 2026 года единую линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению для преподавания в начальной, средней и старшей школе. Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2025 году пройдет 17 мая и будет посвящена теме героя, сообщили в Министерстве культуры России. Там отметили, что тема героя очень широкая и дает возможности для творчества и представления. Предложение о том, чтобы акция была посвящена теме героя, поступило от Петербургского музейного сообщества, уточнили в Министерстве. Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал музейную ночь. 17 мая вход во многие музеи будет бесплатным, а также будут продлены часы работы. Мошенники стали использовать новую схему обмана граждан путем создания виртуальных образов банковских карт своих жертв, рассказали в Центральном банке России. В регуляторе сообщили, что злоумышленники звонят человеку по телефону или в мессенджере и утверждают, что его деньги якобы кто-то пытается похитить, и сообщают о необходимости установки приложения якобы Банка России. Однако на самом деле приложение, которое просят установить преступники, создает виртуальный образ банковской карты жертвы. В ЦБ предупредили, что ни в коем случае нельзя скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и использовать приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию.